начнем с Джамшеда. Джамшед Юров, вам слово. Спасибо большое. Как сказал уважаемый Мухиддин Кабири, я брат Бузургмехра Юрова. И я бы хотел начать с того, что каждое правительство, естественно, будет говорить о том, что у нее нет политических заключенных, потому что нет такой статьи в Уголовном кодексе, который бы обвинялся бы человек за политические убеждения. Естественно, власти пытаются завуалировать свои стремления, изолировать людей, которые выступают с иными мнениями, которые защищают оппонентов существующей политической власти под другими преступлениями. Я хочу сказать о случае с моим братом Бузургмехром Юровым, почему он считается политическим заключенным. В то время, когда Бузургмехра Юрова арестовали, во время фактического его задержания, никакого обвинения против него не было, абсолютно никакого не было. Первое заявление в органы правопорядка поступило уже на следующий день. До этого в тот же день 2 раза сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью приходили в офис нашей адвокатской конторы и незаконно, без санкций суда, изъяли все документы, относящиеся к адвокатской тайне, к договорам Бузургмехра Юрова между ним и его клиентами. И по этому списку они созванивались с этими клиентами Бузургмехра, настоящими и бывшими, и призывали с разными путями. Кого угрозой, кого шантажом, кого обманным путем, говоря, что Бузургмех Юров не до конца, например, довел ваше дело, кто-то сделал, а кто-то сделал, но в результате ваш сын теперь сидит в тюрьме, вы можете подать на него заявление, и мы возьмем и вернем вам обратно потраченные вами деньги. Но всем известно, что решение в суде о виновности и невиновности и степени тяжести совершенного преступления выносится не адвокатом, а судьей. Таким образом, в первом уголовном деле против Бузургмехра было 18 заявителей, из которых только Бузургмехр признал 3, у которых он действительно взял деньги на ведение дела. Естественно, это разрешается закон об этом и говорит, что адвокат на возмездной основе предоставляет юридическую помощь. Но эти дела все еще находятся на стадии рассмотрения. Например, один был принят Бузургмехром в июле 2015 года, другой в сентябре, в начале сентября, а Бузургмехра арестовали 28 сентября. Это говорит о том, что то, что говорит власти Таджикистана, что Бузургмех Юров осужден чисто по уголовным статьям, и он не политически заключенный, чистая неправда, и правительство так прикрывается уголовными статьями. Насчет того, что политзаключенные в Таджикистане подвергаются пыткам, угрозам и разного рода жестоким видам обращения, я был сам свидетелем этому. Я был в заключении 37 дней. Я в своем выступлении тоже на саммите УВС рассказывал о том, как издевались над нашими сокамерниками. Я слышал из уст тех людей, которые сидели в одной камере с моим братом, когда меня перевели из одной камеры в другую, там были люди, которые сидели с Бузургмехром. Мне не говорили, какие издевательства были над моим братом. Например, их часами заставляли стоять, просто стоять, не сидеть, не облокотиться где-нибудь нельзя было им. Даже один раз всех из их камер за то, что они просили чай, горячий чай, пытались попросить у тюремщиков горячий чай, их 2 часа заставили стоять совершенно голыми в коридоре следственного изолятора. Мы по сообщению наших родных и других источников знаем, что неоднократно незаконно был помещен в карцер. Якобы из-за того, что у него нашли 10 сомонов, или у Махкама Нуридина нашли бутылку Кока-Колы. Вот такой. О том, что пытки применяются не только к Бузургмехру, но и к тем, кого я защищал. Например, я защищал Мухаммада Али Харида, тоже политического заключенного
Узбекистана. Я там снял разговор с Махмадом Хайтом, и он говорит, что его во время уже задержания избили. До этого и после этого я был свидетелем того, что свидетели по делу, даже обвиняемых по делу над членами партии Исламского возрождения, били, избивали и угрожали им, чтобы они давали нужные показания. Ну, не буду больше занимать ваше время, по-моему, другие тоже хотят говорить, и время у нас ограничено. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, Джамшед. Прежде чем дать слово Алиму Шерзамурову, я хочу добавить немножко об Зугмире Юрове. Почему мы считаем его политзаключенным? Это, наверное, единственный адвокат, который взялся за сложные дела, политические дела, но, наверное, он единственный адвокат, который не боялся никогда высказать свою точку зрения как адвокат и как гражданин тоже. Будучи депутатом парламента, я был членом экологической комиссии парламента, и когда мы обсуждали в парламенте экологический закон, я раскритиковал, как член парламента, как член экологической комиссии, я критиковал решение городских властей Душанбе о неправильном уничтожении деревьев в городе, которые одним решением они вырубили несколько тысяч больших, крупных деревьев в Душанбе. Наверное, помнят это дело. И это была обычная критика, как депутат парламента, как член экологической комиссии. И городские власти подали на меня иск в городской суд якобы о ущерб имиджа городских властей. Наверное, в мире не было другого случая, когда на депутата парламента заведено дело по его же выступлению в парламенте, по той теме, которая обсуждается в парламенте. Я там никого не обвинял, я просто критиковал, что нельзя одним решением вырубить несколько тысяч деревьев. Это вредит экологической ситуации города. И моим адвокатом стал Зугмир Юров. Даже по экологическому вопросу никто не хотел стать адвокатом оппозиционного лидера. Единственный, кто взялся за дело, был Зугмир. Он защищал, хотя мы проиграли это дело, изначально было понятно, что мы проиграем, но до конца мы стояли, защищали. И несколько раз ему угрожали, что даже по такому вроде бы не политическому делу, чисто экологическое дело, взяться за защиту политического деятеля достаточно опасно, поэтому рекомендовали ему по-дружески, чтобы он отказался защищать меня. Но он дальше пошел после того, как мы проиграли это дело, он защищал меня по экономическим делам, по хозяйственным делам, когда власть начала конфисковать мое имущество. Будучи опять депутатом парламента, власть начала конфисковать наше семейное имущество, и моим адвокатом опять был Зугмир. То есть у властей всегда были какие-то претензии к нему, и арест Зугмира и решение заключить его в тюрьму на 29 лет, я думаю, что это наказание адвоката за его смелость, за то, что он не ослушался властям и взялся за политические громкие дела. Так что все знают, понимают, что он, не только он, другие, но поскольку сейчас речь идет о Зугмире Юрове, он как раз является политическим заключенным. И одним из ярких